Я часто слышу разговоры о том, что пришедшая к власти команда обещала реформы, а реформ нет. Не могу с этим согласиться, потому что реформы все-таки идут. Реформирование – это всегда процесс долгий и трудный. Оно нигде не проходит гладко, и нам ждать от нашего руководства преобразований за год или даже два нереалистично. И мне кажется несправедливо предъявлять к ним такие требования. Я хочу рассказать о реформе системы бухгалтерского учета и исполнения бюджета, которую проводит Министерство финансов. Суть ее в переходе от банковской системы исполнения бюджета к казначейской. 19 государственных организаций уже работают по казначейской системе, а с 1 июля начнется полномасштабный перевод всех госучреждений на казначейство. Что это нам даст? Это обеспечит прозрачность денежных потоков, их целевое использование и эффективный контроль. Я уже более 10 лет слышу о том, что нам как воздух нужна модернизация системы исполнения бюджета, но внедрять ее до сих пор никто не спешил. Казначейская система предполагает автоматизацию всех процессов, создание специальных программ и базы данных, приобретение дорогостоящего серверного оборудования. Правительство выделило на эти цели около 80 миллионов рублей. Абхазское казначейство уже создано. Для бухгалтеров государственных предприятий было организовано более 20 обучающих тренингов. Банковская система исполнения бюджета, с которой мы жили до сих пор, была введена советской властью и заточена под плановую экономику. Она давно и безнадежно устарела. В рамках казначейской системы в Нацбанке будет открыт единый казначейский счет, и все средства будут двигаться только через него. Это исключает нецелевое использование и выводит эффективность контроля за бюджетом на совершенно новый уровень. Чтобы нам было понятно, приведу пример. Предположим, какое-то ведомство подает заявку в Министерство финансов и просит выделить определенную сумму на оплату счетов за электричество. Минфин выделяет средства, а ведомство покупает, скажем, канцтовары. Проконтролировать, на какие цели были использованы выделенные средства, Минфин не может, а у ведомства есть возможность манипулировать финансами. Это то, что мы имеем. В казначействе это невозможно, потому что оно само будет направлять деньги по назначению. Казначейство позволит упорядочить и проконтролировать не только расходование бюджетных средств, но и поступление доходов. В действующей системе учитываются только расходы, доходы же не учитываются вообще. Отсутствие информации о поступающих доходах создает серьезные проблемы в планировании и оплате произведенных работ и услуг. Казначейская система исполнения бюджета за счет нового администрирования доходов позволит на 20-30% повысить собираемость налогов и оптимизировать расходы государственного бюджета. А наш бюджет – это наше общее достояние. Мы платим налоги и хотим, чтобы нашими деньгами правительство распоряжалось эффективно и рачительно. И оно движется в этом направлении. Так что не будем говорить, что реформ нет.